Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим об истории Ингушской автономной области. Гость нашей программы – кандидат политических наук, заведующая отделом истории Ингушетии Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Лейла Арабханова. Лейла, здравствуйте! Здравствуйте. Ингушская автономная область была образована 7 июля 1924 года, просуществовала 10 лет. О том, что было сделано за этот период и чего удалось достичь, об этом мы и будем говорить. Начать хотелось бы с того, каким было административное положение Ингушетии на момент образования Ингушской автономной области и территориальные границы, вообще в целом территории Ингушетии. Ну, если говорить о том, как создавалась наша автономия, в каких условиях создавалась, мы же, говоря о том, как создавался субъект в системе государственного управления России того периода 20-30-х годов, то мы должны отметить, что это был переломный период в истории государства. Он был переломным и в истории народов России тоже. Именно вот 20-30-е годы они стали определяющими для многих народов нашего государства. Здесь обращает на себя внимание сама политика, национальная политика, региональная политика того периода советского государства. И, естественно, в первую очередь взаимоотношения центральных органов власти и органов региональных и местных. Для того, чтобы сформировать вот тот тип государства, который определился в 20-е годы, мы знаем, что само государство, советское государство, оно как бы делало первые шаги, это были опытные шаги, причем это было государство, которое не имело примеров в мировой истории. Это был новый тип государства, новая форма правления, новая форма устройства. Самый опыт управления регионом, он был сперва применен на Горской республике, и хотя Горская республика, она образовалась, объединила вот несколько народов Северного Кавказа, но тем не менее, когда они стали выходить, здесь уже были очевидны те вот промахи, которые были допущены при формировании именно вот Горской республики, Горской АССР. И в конец, когда уже в 1924 году при уже как бы развале Горской республики сформировалась Ингушская автономная область, Северо-Осетинская автономная область, ну и Сунжский округ как самостоятельная единица и город Владикавказ. Вот здесь уже были расставлены как бы все акценты, и характерным было то, что вот для вновь созданных автономий столица была единая в городе Владикавказе. Конечно, это намного осложняло дальнейшее развитие этих республик, поскольку все приходилось делить, все приходилось совмещать в пределах одного города. И эти разночтения, разногласия, они тоже в какой-то степени мешали тому, чтобы, вот, будем так говорить, планомерно развиваться. После образования СССР Совет национальности, Наркомат национальности был расформирован, и все его полномочия перешли во ВЦИК. То есть теперь уже вот эта политика, она определялась решениями Всероссийского Центрального исполнительного комитета. И с 1923 года в основном вот все те новообразования, которые были во всех сферах, они были, в принципе, вот, осуществлялись на основании решений именно ВЦИК. И Ингушская автономная область при формировании, она вот просуществовала в тех границах, в которых она 10 лет существовала, и ее территория составляла 3000 квадратных километров. В общем, если взять, тогда она считалась в верстах, это были 2715 квадратных верст. И она, конечно же, Ингушская автономная область, если ее характеризовать политически, географически, но по географическим параметрам она отличалась тем, что ландшафт был очень разнообразный, горный, местность была и холмистая, и горная, и равнинная. Горная местность, она отличалась тем, что там, в принципе, очень мало было плодородной земли, это была в основном лесистая местность, а равнинная, она, конечно же, имела в значительной степени плодородные земли. Это в основном, конечно же, республика была аграрной, как и многие другие субъекты. В принципе, и Россия сама на тот период была аграрным государством, преобладало аграрное производство. В 1923 году, после
12-го съезда, он состоялся весной 1923 года, было, значит, решено произвести районирование для опыта в стране, в двух районах страны. И нужно было определить один промышленный и один сельскохозяйственный район. И вот в качестве последнего был определен именно Северный Кавказ. И исходя вот из решений 12-го съезда, как раз-таки произошло и образование новых автономий на вот той территории, когда раньше Горская республика стала уже распадаться к тому времени, и поэтому вот по решениям 12-го съезда в основном и были заданы вот эти самые задатки того, чтобы образовать Ингушскую и Северо-Осетинскую автономные области. Если говорить о Горской республике, некоторые историки говорят о том, что изначально вот это образование было с такой целью создано, чтобы подготовить кавказские народы к самостоятельному такому вот автономному существованию. Некоторые говорят, что действительно это была попытка сделать такой единый северокавказский регион. Вот на ваш взгляд, что это? Ну вот на мое как бы субъективное мнение, что в принципе для государства, которое располагалось на такой огромной территории, именно вот касательно нашего вопроса Горской республики, то надо сказать, что для того, чтобы управлять народами в пределах такого огромного государства, власть посчитала, что именно народности, которые проживали вместе на одной территории, в принципе, многие из которых вели образ жизни, можно сказать, культура которых была идентична, многие народы, они очень тесно общались друг с другом. Ну и понятное дело, что национальная политика государства, она была изначально направлена на то, чтобы консолидировать народы России, чтобы между ними было согласие, мир и так далее. И мне кажется, вот, что на основе этих идей и была вот как бы сформирована Горская республика, чтобы они развивались вместе. То есть государство особо не видело разницы между этими народами ни в менталитете, ни в характере, ни в устройстве. А для самой центральной власти, мне кажется, вот тот опыт, который они обрели, опыт управления регионом именно в Горской республике, он показал, что данный опыт, его можно улучшить таким образом, что если каждый народ будет иметь свою автономию. И вот это самое создание на местах и координация работы именно вот непосредственно в самих национальных областях, что она будет давать лучшие результаты. То есть вот этот период существования Горской республики, он показал, что все-таки народы должны развиваться отдельно, ну, да. Автономно. Да. Да, но здесь еще надо сказать, что юридическое оформление, потребности юридического оформления многих вопросов тоже стало очевидно, что не смогли тогда справиться с этой задачей, поскольку были, ну, и плюсы и минусы были в этой политике, конечно, но вот эти перевесы, которые были в решении некоторых вопросов, одной из, допустим, ну, тогда не республик, а регионов, районов Горской республики, и когда эти минусы, когда эти недосчеты, когда они проявлялись, то стало уже очевидным, что их надо, конечно же, отделить и дать им самостоятельное развитие. Но здесь еще необходимость была улучшения административного аппарата. Еще есть ряд таких вот мер, которые необходимы были для того, чтобы население приблизить к тому, что их мотивировать на то, чтобы каждый народ мог создать, значит, свое автономное образование, чтобы они больше вкладывались в развитие своего региона. Здесь, конечно же, и надо сказать о тех реформах, которые одновременно стали проводиться. Для центральной власти можно сказать, что управление регионом, оно было больше, наверное, отягощено тем, что, в принципе, вся Россия, она была либо неграмотная, либо малограмотная, необразованная. Поэтому, вот, начиная с политики ликвидации безграмотности, потом и политики коренизации, конечно же, эти две реформы, они имели значительный успех, пусть они и заняли очень много времени, но, тем не менее, для многих народов России именно вот эти
направления политики советского государства, они приобрели за счет вот именно такого отношения в национальной политике, они приобрели очень много. Когда образовались наши автономии самостоятельные, на тот период уже в Ростове открылась специально для новых автономий Северного Кавказа, открылась школа народностей, в которой имели возможность обучаться дети по квотной системе. 20% квот была выделена для девочек. Лейла, мы еще к культурно-просветительской работе вернемся. Вот непосредственно сам процесс образования области, мы знаем, что Ингушетия вышла в числе последних из состава Горской республики, фактически распад Горской республики, и образовались отдельные Ингушская автономная область и Северо-Осетинская. И как проходил вообще этот процесс образования Ингушской автономной области? Кто возглавил вообще области, руководство? Значит, на тот момент, когда образовалась Ингушская автономная область, образовались и другие автономии, надо сказать, что именно такой политики, вот, которая была бы изнутри направлена на то, чтобы вот выделиться, такой намеренной такой вот работы, организованной работы не проводилось. Мы ее как бы не наблюдаем. Как мы уже отмечали, в ЦИК, который решал многие вопросы, Всероссийский Центральный исполнительный комитет, которые изучали развитие этих регионов, которые изучали и направляли, в принципе, вот вся национальная политика, она и вырабатывалась там. И вот по анализу работы к тому времени уже изучили Северокавказский край, можно сказать. То есть были направлены многие институты, были созданы исследовательские институты, которые занимались непосредственно изучением края. И, конечно же, они изучали не только природу и экономику, но и ее социальное развитие, общественное развитие, политическое развитие. И по тем вот выводам, которые были сделаны на этот момент, вот стало очевидным, что необходимо выделить эти автономии, и таким вот образом были образованы и Ингушская, и Северо-Осетинская автономные области, и Сунжский округ, и город Владикавказ. Когда Ингушская автономная область была определена, здесь были выделены 2 плоскостных района: Псидаховский 14 селений и Назрановский 13 селений. Ну, по тем временам это были вот с крупными по тем масштабам населения, с высокой плотностью населения, и по причине благоприятных таких вот природно-ресурсных факторов вот эти 2 района, они были как бы определяющими, поскольку здесь достаточно много было пахотной земли, была возможность разведения и крупного рогатого скота, ну и для дальнейшего промышленного развития тоже, ну, в будущем. Уже 30-е годы, конечно же, определили новые направления, но вот для 20-х годов здесь, конечно, важен был именно вот сельскохозяйственный фактор. Вот именно этот аспект, он был определяющим. В горном районе было 55 селений и в высокогорном 72 селения. Конечно же, там плотность населения была не такой высокой, была и средней, и ниже средней. И вот это районирование изначально оно было проведено на основе именно ландшафтных характеристик. То есть эта исследовательская работа, она показала, что вот таким образом нужно распределить образование этих сельских районов, чтобы было проще формировать для них какие-то вот планы развития, разрабатывать какие-то проекты. Вот с учетом вот этих характеристик как раз-таки они и были проведены. 3 района было создано, да. Было такое административное преобразование. Вот чем диктовалось это критерии вот этого деления, которое впоследствии было произведено уже на 3 района. Вообще, как была выстроена структура власти, головные учреждения вот в области на первом этапе, вот об этом хотелось бы поговорить. Вот те заседания, которые проводились уже автономиями, которые выделялись из состава Горской республики, они, во-первых, посчитали для себя возможным и правильным, если их оставить в составе Северокавказского края. Вот по их личной просьбе эти автономии, они остались в Северокавказском крае. И затем уже, когда стали определяться в дальнейшем развитие этих республик, то оказалось, что некоторые из них, они больше склонны и к промышленному развитию,
И потому районирование, оно продолжалось и на протяжении этих 10 лет тоже. Вот это десятилетие, тем более, что в начале 30-х годов мы знаем, что в Вознесеновском районе, в Волкунском районе, в районе Датыха были проведены ряд экспедиций геолого-разведочных, да, и они показали, что в этих районах имеется месторождение нефти, и они тоже дали своего рода вот такой толчок к тому, чтобы определить новые районы развития, то есть административные новые районы. И потому этот уклад, который был принят изначально на горные, предгорные, равнинные районы, он несколько видоизменился, и потому для нас, когда стали уже определять новые районы, именно по этому принципу. То есть раньше, если это был ландшафтный, то уже к их склонности к дальнейшему промышленному развитию уже определялся. Идрис Бейсултанович Зязиков, который был избран секретарем Ингушского обкома партии, он проработал в должности руководителя области до 3 сентября 1929 года. Это был очень насыщенный период деятельности не только самого Идриса Бейсултановича как руководителя региона. Это был насыщенный период для общего развития всей Ингушской автономной области, начиная от экономических преобразований и кончая вопросами социально-культурного развития. Вот для Ингушской автономной области этот период стал определяющим. То есть те достижения, которые были сделаны за эти 10 лет, они были несопоставимы с тем, что было сделано до этого. То есть это был такой вот, можно сказать, что период таких масштабных преобразований. Лейла, вот если перечислить конкретно вот эти 3 района и что они из себя представляли как в административном плане, в территориальном, так и географически в итоге? Ну, географически это мы уже сказали, а вот в административном плане эти районы, в принципе, они ничем друг от друга не отличались, кроме ландшафта. Ну вот если их перечислить по названиям в итоге-то. Это был Ачалукский район, Назрановский район. Горный район уже тогда у нас был намечен как район для развития уже туризма. На тот период он был достаточно хорошо уже развит, поскольку когда определились вот первые шаги развития горного района, здесь было намечено уже, определились туристические маршруты. В этот период работы, когда уже работал краеведческий музей, работал научно-исследовательский институт, и они проводили не только научные изыскания, работа велась не только по краеведению, но и по привлечению туристов тоже. Еще, как курортный район, он был привлекателен тем, что курорт Арымхи был заложен именно в этот период. Казалось бы, и сегодня мы вот настолько эта тема актуальна для нашего региона, настолько она была актуальна и по тем временам тоже. Здесь были определены первые маршруты туристические. Для Ингушской автономной области это было место, которое вот было определено как привлекательное для отдыхающих. И, ну, это целебный источник, и сама природа тоже, она позволяла привлекать туда туристов. Поэтому те исследования, которые были проведены в этом районе сначала, как заработал здесь Северокавказский институт краеведения, вот, они были, эти 2 района, Ачалукский и горный Джарахский район, вот, они были привлекательны тем, что здесь были целебные источники. И вода Ачалуки к тому времени, она уже поступила на прилавки, уже была в продаже. То есть надо сказать, что если бы не какие-то тенденции, которые произошли в связи с объединением республик, наверное, они бы имели и, можно предположить, да, как бы лучшее развитие для себя. То есть даже по этим примерам мы видим, что многое из того, что мы имеем сегодня, было заложено в те годы. Да, именно можно сказать, что именно оно и было заложено тогда. Именно вот 20-е годы, в эти годы было сделано достаточно много. То есть все планы, проекты дальнейшего развития, они были разработаны и уже стали внедряться с 25-26 года в этот период. Горный район, который мы сказали, что там было 72 селения,
он был по территориальности не очень большой, и плотность населения невысокая была, но тем не менее впоследствии уже возникла необходимость его разделения. Его поделили на Галашкинский и пригородный. А в связи с чем, Лейла? Это тоже были экономические предпосылки в связи с тем, что транспортные коммуникации и администрирование, управление этими районами, оно было неудобно очень, можно сказать. Тем более, что они были плохо связаны друг с другом. Это нужно было перемещаться далеко. Сами коммуникации были тяжелыми. Поэтому для того, чтобы для удобства и управления, и каких-то других, ну, можно сказать, экономических, это прежде всего экономический фактор был. Мы, когда говорим в целом о развитии региона, здесь надо сказать, что вот этот метод институализации мы всегда, конечно же, в первую очередь учитываем именно экономические факторы, а потом уже и все неэкономические. То есть мы не можем игнорировать другие факторы, которые связаны именно с экономическими факторами. И дороги, и связь, конечно же, они имели важное значение. А для управления, конечно, если брать горный, Галашкинский и пригородный, хотя они совмещены и как бы находятся территориально рядом, но все равно горный ландшафт, он не позволял настолько удобно вот, производить развитие этих районов, поэтому они были поделены. Тем более, что это были малонаселенные районы и средненаселенные населенные пункты. То есть плотность населения была не очень высокой в горных селениях. Были селения, в которых были десятки только жителей в отдельных поселениях, а в некоторых сотни. И для развития вот именно этих населенных пунктов, конечно же, требовалось больше затрат. Чем меньше населения, тем больше они были затратны. И потому, вот, исходя из демографических показателей, из экономических каких-то факторов, вот горный район, он был поделен на две части. Лейла, вы, в общем, отметили социально-экономическое развитие в эти годы. Если назвать вот так поименно самые такие крупные проекты, которые были реализованы в этот период, некоторые вы назвали. Это курорт Арымхи, еще какие объекты промышленности, которые были заложены в это время, запущены? Начнем с 1924 года. Если говорить изначально, в самом начале создания Ингушской автономной области, как мы сказали, что в основном наши сельские районы, они были аграрными, поэтому необходимо было для повышения урожайности, для развития этих районов орошение, водное орошение. И в связи с этим был инициирован и проведен Алхачевский канал, который по сегодняшний день очень удачно у нас применяется в сельском хозяйстве, и его значение не переоценить и для того периода, и для сегодняшнего дня тоже. Кроме Алхачевского канала, уже в самом начале Ингушской автономной области был основан завод Ачалуки. Его, значит, вода, минеральная вода, она появилась на рынках далеко за пределами нашего региона. Это тоже было очень важное начинание для того периода. Значит, обследование курортных богатств горной и пригородной зон тоже дало очень такие вот хорошие результаты, поскольку привлечение отдыхающих тоже имело важное значение для региона. Ну и были, конечно же, проекты, которые требовали значительных финансовых вложений, которые были начаты и не были доведены до конца тоже. Мы сегодня о них говорить не будем. Но, хотя, в принципе, каждый проект, он требовал финансового вложения, особенно вот Алхачевский канал, если говорить о том, насколько он был затратным, но и насколько он оправдал свое назначение. Несмотря на то, что это был сложный процесс, но тем не менее вот данный проект себя значительно оправдал. Те промышленные предприятия, которые располагались на тот период в городе Владикавказе, они были как бы, поскольку столица была общей, ну, естественно, и те заводы, ну, все предприятия, и промышленные, и непромышленные, то есть социального назначения, они, в принципе, вот как бы эксплуатировались, они были общими для того периода.
но поскольку они уже впоследствии оказались на территории уже не Ингушской автономной области, то для нас они, конечно же, потеряли свою актуальность. И вот изначально, когда мы начинали разговор, я об этом сказала, что то, что подлежало поделить, и поделить это было очень сложно, вот, в этих условиях, тем более это было очень сложно, поскольку эта процедура, она была очень долговременной, органы управления не знали, как их правильно поделить, было очень много споров, было очень много несогласных, но тем не менее эти промышленные предприятия все были поделены, но в основном это были предприятия лесного хозяйства, это были пилорамы, ну, лесопильные такие вот объекты были, заводы были, и консервный завод был, ну и многие другие вот предприятия, которые функционировали на территории Владикавказа, когда Ингушская автономная область плодотворно так бы развивалась. Лила, один из крупных таких объектов – это мельница и элеватор в Назрани. Вот об этом хотелось поговорить. Тоже, насколько мы знаем, в те годы было проведено строительство, и долго вот эти вот объекты функционировали. Мельница, она существовала и функционировала очень долго, и после, она не только в 20-30-е годы, но и в последующем тоже, конечно же. Ну, что сказать, это был очень важный объект для сельского хозяйства, поскольку урожай, который получался, он проходил и все этапы, можно сказать, подготовки к тому, чтобы получить конечный продукт. Через этот элеватор проходил и мельницы, и все сельскохозяйственные предприятия, которые имелись, они имели, конечно же, свое предназначение и использовались достаточно долго потом после. Вот точно сказать не могу, до какого года, но, в принципе, они продолжили на протяжении десятков лет успешно функционировали, эти предприятия. Лила, культурно-просветительская работа, отчасти вы сказали, что огромная работа как раз-таки в те годы проходила по ликвидации безграмотности. Мы знаем, что тогда же были заложены основы фактически всех культурно-просветительских направлений возможных. Если вот так перечислить, отчасти вы сказали о работе по ликвидации безграмотности, да, вот обо всем остальном. Ну, после того, как прошла политика ликвидации безграмотности, вот следующее такое вот направление было, очень серьезное направление, которое должно было реализовать основные вот те проекты, которые касались именно вот национальной политики, это была политика коренизации. Во-первых, это означало, что нужно готовить национальные кадры. Во-вторых, значит, это алфавит, письменность народов Северного Кавказа, у которых не было своей письменности, были разработаны и алфавит, и письменность. Изначально они были построены на латинице, затем переведены на кириллицу. Это тоже имело большой успех для народов приобрести свою письменность для дальнейшего развития. Но это было связано не только с тем, чтобы придать такой культурный код этим народам, для того, чтобы значимость вот этих национальных языков отметить, чтобы народ сам понимал, насколько важно иметь свою письменность. В этом проекте даже было предусмотрено и дело производства на местных языках, то есть на русском и на местном языках регионов. То есть в зависимости от субъекта каждый народ имел возможность вести дело производства тоже на своих языках. Вот эти два фактора в коренизации, они имели очень важное значение. Вообще, в целом, вернуться вот к системе управления. Сегодня мы привыкли, что у нас министерства, ведомства различные. Как тогда, вот какие учреждения руководили теми или иными сферами? И конкретно в культурно-просветительском направлении, какие головные учреждения, если вот так перечислить? Ну, тогда несколько другая административная система была управления, поскольку вот сегодня, если есть министерство и ведомство, то тогда уже в основном это были партийные советские органы, которые и принимали решения, и осуществляли их, и осуществляли контрольную деятельность над ними, то есть как они работали. И, конечно же, при исполнительных комитетах, областных исполнительных комитетах были отделы. Отдел образования, отдел культуры,
отдел промышленности. То есть во всех направлениях были различные отделы, которые занимались и решением этих задач, и подготовкой. Ну, в принципе, вот вся такая вот, можно сказать, административная работа формировалась внутри вот этих отделов и осуществлялась тоже этими отделами. К примеру, отдел народного образования, он регулировал все вопросы касательно всей автономной области, начиная от начального образования и заканчивая высшим образованием. Здесь происходило не только сам процесс происходило образования, но и перераспределение кадров. После того, как любой молодой человек получал образование, он не оставался как бы подчиненным сам себе. Его дальнейшую судьбу тогда определяли тоже кадры, которые вот занимались этими вопросами в отделах. Их перераспределяли, назначали, значит, направляли на какую-либо работу. То есть независимо от того, где они проживали, их могли направить для работы в разные районы. На протяжении всего советского периода, мы знаем, эта система имела место, когда направлялись кадры после завершения обучения. Да. Лейла, если назвать некоторые личности, мы сказали об Идрисе Зязикове, основоположнике нашей государственности, первом руководителе Ингушской автономной области. Немного подробнее об этой личности, да, и о других таких ярких руководителях. Всех мы, конечно, не сможем упомянуть, обо всех сказать, кого-то, наверное, упустим, но хотя бы вот такие ключевые фигуры. Руководитель и другие ключевые фигуры в управлении областью. Да, прежде чем я их назову, я скажу, что у нас есть многие авторы, которые занимаются изучением персоналей того периода. В частности, вот я бы хотела отметить Азиз Джабраилович Индиев, который посвятил несколько своих книг, работая в Государственном архиве Ростовской области. Вот на основе тех источников, которые имеются в архивах, Азиз Джабраилович, он посвятил свои книги непосредственно жизни и деятельности Идриса Бейсултановича Зязикова, потом Юсупа Албагачиева, городу Владикавказу, его социальному, культурному, промышленному развитию. Ну и вот многие другие авторы, они, конечно же, здесь надо сказать о деятельности Али Горчханова, Юсупа Албагачиева, Мусы Саутиева, которые стояли у истоков создания и развития нашей автономии. Им, надо сказать, и принадлежит в основном вот эта заслуга. Это одаренные люди, это люди, которые обладали даром красноречия, ораторства, обладали соответствующими для этого знаниями, профессиональным опытом. Они набирались опыта и потом уже вкладывали, посвящали свою жизнь, свои знания, свой опыт вкладывали вот в дело развития разных сфер своей республики, своего народа. И эти заслуги, конечно же, нельзя недооценивать. И вот именно та, можно сказать, вот плеяда выдающихся политических, общественных деятелей того периода, которые вели эту работу, о них говорят и в прессе того периода, периодически издания, и специализированные. Вот есть такие журналы, как «Революция и горесть», «Революция и национальность», «Северокавказский край». На страницах этих журналов о них, о той работе, которую они вели, о деятельности, об их достижениях, говорилось, в принципе, в каждом номере. Там отмечается, вот какие заслуги были у этих людей и у наших регионов на тот период времени, именно вот 20-е, 30-е годы. Я бы хотела еще отметить ту роль, которую сыграла газета «Сердало» в этом, значит, направлении. Газета, которая стала издаваться уже в Горской республике с 1923 года, эта газета, она ежедневно отражала жизнь и деятельность, развитие нашей республики, можно сказать, ну, на тот период и в Горской республике, затем и в Ингушской автономной области. Эта газета, она стала, можно сказать, для нас зеркалом, отражением вот истории того периода. На ее страницах каждый номер его показывает разные сферы развития и тот вклад, который несли разные люди в развитие нашей Ингушской автономной области.
И ее основатель Заурбек Мальсагов, мы знаем, основоположник многих направлений в культуре Ингушетии, основоположник ингушской письменности. Да. Вот об этой личности тоже хотелось бы сказать. Заурбек Мальсагов тоже яркая личность в истории нашего народа. Этот человек, он не только был в политике, он не только решал важные экономические задачи. В принципе, мы его участие наблюдаем и в образовании, и в науке. Очень много начинаний для того периода, характерные вот для самого развития советского государства. В принципе, вот они ничем не отличаются, хотя мы можем сказать, что регион был небольшой, что эти эксперименты, они только вот затрагивали незначительный такой, вот можно сказать, да, регион, республика была на тот период очень небольшой, но тем не менее вот масштаб все-таки тех событий, которые происходили и в стране, и в регионах, они в принципе не отличаются. Они в равной степени, наравне со всеми другими регионами и с центром, они с ними и взаимодействовали, в том числе и Заурбек Мальсагов, и Али Горчханов, и Юсуп Албагачиев, и Идрис Зязиков. Они активно участвовали вообще во всесоюзной политике. Они были везде. Без их участия не проходило ни одно заседание, ни одна конференция, ни партийная, никакая другая. То есть они были, как бы сказать, вот этот механизм, он поддерживался благодаря тому, что они активно участвовали в этой деятельности. Сам механизм продвижения имеется в виду вот в системе советского государства. Ингушская автономная область, она вот двигалась благодаря тому, что они, поддерживая друг друга, еще и поддерживали нашу автономию и сделали все возможное, чтобы она состоялась, чтобы она процветала, чтобы она развивалась. И в этом их очень большая заслуга. По источникам того времени мы видим, что это личности Идрис Зязиков, Заурбек Мальсагов, другие, которые пользовались исключительным авторитетом в высших кругах власти, управления вообще в стране. Да, так оно и есть. На самом деле, вот не только в Горской республике они себя заявили еще изначально, когда создавалась Горская республика, но ведь эти люди, они принимали участие и в период гражданской войны во многих событиях. Они участвовали во многих всесоюзных мероприятиях, участвовали, в принципе, во всех съездах, которые проводились и в России, и на Северном Кавказе. Они о себе заявили, прежде всего, как представители нашего народа. И поэтому, вот, когда стали определяться первые шаги административного устройства. Вот в Северокавказский край, в системе Северокавказского края, как развивалась и Горская республика, и Ингушская автономная область, в принципе, они были представлены везде, на всех уровнях, можно сказать, они представляли нашу республику. И они ее представляли достаточно хорошо. Лейла, мы знаем, что 30-е годы – это в целом период репрессий. Те люди, которые устанавливали власть советскую на Северном Кавказе, вообще в целом в стране, потом попадали в жернова, вот, под репрессивную машину, в жернова вот эти вот. Не обошла, к сожалению, вот эта участь и Идриса Зязикова. И это вообще трагическая судьба, учитывая, сколько этот человек сделал вообще для установления советской власти на Северном Кавказе, для Ингушетии, об этой судьбе. И, конечно, вот причины ликвидации Ингушской автономной области и объединения в итоге с Чечней. Вот причины всего этого. Ну, по моим предположениям, конечно, связывать политику репрессий с объединением, наверное, не стоит, поскольку это несколько разные такие вот разные по своему содержанию вот такие события. Когда была в России, вообще в этой репрессивной машине пострадали не только мы, там пострадали, конечно же, и все другие народы, не меньше нас пострадал и русский народ, поэтому репрессии – это отдельная история. Конечно, когда мы говорим о каких-то положительных моментах в развитии, не хочется говорить о том, что было и это тоже, но это факт истории, это мы тоже должны отмечать, но тем не менее, это было, это случилось тоже с нашим народом также. И вот когда первые
волны репрессий, когда начались, вот в эту волну попали и наши деятели тоже, в том числе и Идрис Зязиков, и Али Горчханов, и им были предъявлены самые такие вот несуразные обвинения, несовместимые ни с их личностями, ни с их деятельностью, ни с тем, что они сделали. Но, тем не менее, политика, она была такой, и, в принципе, все эти репрессии, они проводились по, можно сказать, одному сценарию. Вот, и они, став жертвой этих репрессий, мы знаем, что в 1929 году Идрис Зязиков стал жертвой репрессий. Али Горчханов, ему, к счастью, удалось, хотя также был подвержен этим репрессиям, но, тем не менее, ему в какой-то степени в отношении него были меры смягчены, а вот Идрис Бейсултанович, он стал жертвой, он пострадал не только сам, пострадала его семья, его родственники. И вот каждый человек, который оказывался в этой системе, в репрессивной системе, он не один проходил эти испытания. Всегда в качестве жертвы использовались и его близкие родственники, и каждый из них прошел через эти все испытания. И то, что связано с тем, что в 1934 году объединили нашу автономию, это никак не связано ни с их деятельностью, ни с тем, что происходило в нашей автономии. Это была очередная политика укрепнения. Это был такой же эксперимент, который проводился административной политике. Так было всегда. И когда происходило укрупнение, но там были выдвинуты тоже такие причины, по которым, что два близкородственных народа, которые говорят в принципе, на одном нахском языке, что они должны развиваться вместе. Исходя из таких обоснований, что должно произойти укрупнение, управлять укрупненными регионами было проще. И сегодня тоже мы видим, что в государстве проводится укрупнение. И на тот период это тоже была политика того времени, что надо в системе администрирования выработать такие методы, прийти к такому результату, в результате которых управление регионом стало бы более упрощенным, более таким выгодным. И центральная власть на тот период, она смотрела на экономические выгоды, на то, как построить правильную региональную власть. А к тому времени уже здесь все оформилось, опыт управления уже регионом был. В принципе, управлять уже было, можно сказать, легко. А те, кто им не угодны были, они от них избавились. Когда об этом было заявлено в конце 29-го года уже были, не только 29-го, уже 20-е годы были некоторые такие заявления, в которых утверждалось, что власть, возможно, будет укрепнена, что регионы нужно объединять. Уже тогда Идрис Зязиков, конечно же, был против того, чтобы передать город Владикавказ Северной Осетии. Они выступали против того, чтобы укрепнять регион, объединившись в Чеченской автономной области. Как раз-таки, Лейла, это его радикальное отрицательное отношение именно по этим вопросам передачи Владикавказа, Северо-Осетинской области и объединения с Чечней. Могло ли это послужить причиной? Это могло быть только одной из, можно сказать, причин. Одной из причин. Возможно, это даже была последняя капля, возможно, была. Но мы же видим, что политика репрессий, она шла по всей стране, и пострадали тысячи других людей, поэтому только эта причина не могла послужить. То есть одна из причин? Одна из причин, да, была, конечно же, то, что Идрис Бейсултанович, он выступал против некоторых решений, которые принимались в ВЦИК, и, конечно же, это могло и не понравиться. Естественно, это и не понравилось, поэтому те обвинения, которые выдвигались против него, я сегодня не хочу приводить его личное дело, да. Но есть некоторые обстоятельства, по которым он сам дает пояснения. Эта ситуация, она была характерна для того периода времени. И об этом говорят его личные документы. То есть документы, которые он собственноручно писал,
свое оправдание, он писал и объяснительные относительно его деятельности, за что он привлекался. И вот исходя из этих документов, можно сказать, что это была политика, направленная против очень многих людей того времени, и причем не самых простых. Именно вот в репрессиях оказались люди, которые имели за своими плечами уже большие заслуги. Лейла, в целом, оценивая этот период, что бы вы сказали? Вообще основа государственности, то есть то, что мы сегодня живем в своей республике, это заслуга вот тех людей, которые в свое время образовали ингушскую автономию. Но, конечно, предпосылки были в Горской республике, но, тем не менее, вот образование именно Ингушской автономной области и явилось, можно сказать, вот, причиной того, что мы сегодня имеем свою государственность. То есть опыт, обретенный тогда, и те заявленные тогда, как бы, ну, будем говорить, такое вот самосознание народа, которое на тот период времени, его достаточно, его уровень развития тогда, его было достаточно для того, чтобы заявить о том, что народу нужна своя автономия, своя республика. И вот заявленные тогда вот эти самые требования, они имели под собой основания, можно сказать. И то, что мы сегодня имеем, это имеем благодаря тому, что Ингушская автономная область просуществовала, несмотря на то, что была депортация, несмотря на то, что 13 лет истории выпали из жизни народа, но тем не менее, вот тот, можно сказать, культурно-экономический, культурно-политический код, вот те задатки, которые были у этого народа на тот период, что сформировалось до депортации 1944 года, оно не потеряло своей сущности. И 13 лет депортации тоже нельзя сказать, что мы забыли о том, что было. Хотя в первое время было очень сложно, особенно это были 40-е годы. И до конца 40-х годов, конечно же, не было возможности ни о чем ни говорить, ни тем более об этом заявлять. Но, тем не менее, когда уже период хрущевской оттепели это стало возможным, и тогда нашлось очень много людей, которые стали во главе народа, несмотря на все ограничения, которые смогли и заявить от имени народа, и восстановить эту автономию, и вернуться на Северный Кавказ, и продолжить развиваться и жить. И то, что вот нашлись все-таки вот такие же деятельные люди, болеющие за народ, люди, которые, они же не потому сформировалось вот это мнение, вот ликвидировали нашу республику, а теперь ее надо восстановить. Вовсе нет. Это были люди, которые всегда в народе находятся, вот есть такое понятие лидерства и элиты в политике. Вот люди, у которых есть задатки, лидерские задатки, и задатки людей, которые всегда болели, переживали за свой народ больше, чем за себя, то есть интересы общества, для которых были выше личных интересов, они всегда были в народе. И поэтому, когда период хрущевской оттепели стало возможным, они об этом и заявили. Это сегодня мы имеем возможность читать в архивных документах, какие письма они писали в адрес и различных органов государственной власти, Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР, во все вот такие союзные значимые и общественные организации, и в Союз писателей, и в Союз журналистов. И это были люди, которые были неравнодушны к будущему, к истории своего народа. И потому вот сегодня мы добились того, что имеем нашу республику благодаря тому, что люди переживали, болели. Лейла, вы как человек, исследовавший этот период, проводивший исследования в этом направлении, у вас есть публикации, насколько мы знаем, по этому периоду. Как вам видится дальнейшее исследование? Над чем еще предстоит работать? Что еще нужно изучать? Да, моя работа, она проводилась в рамках научной плановой работы, которую я веду в Ингушском научно-исследовательском институте.
У нас, в принципе, в отделе истории есть сотрудники, которые также занимаются исследованием этого периода. У нас очень многие периоды нашей истории оставляют желать, конечно, лучшего, поскольку не все еще исследовано. Конечно, все исследовать и невозможно, но хотя бы в той мере, в которой это возможно. Мы потеряли все, что у нас было, как мы уже отметили, и в годы депортации. Очень многое мы потеряли и в последующие годы, поэтому это все надо восстанавливать, надо писать. И я думаю, последнее слово будет за учеными, которые продолжают работать в этом направлении. И будут и новые статьи, будут новые монографии, хотя достаточно много и написано, но тем не менее все-таки надо более глубокое такое вот осмысление той политики и более глубокое научное изучение для того, чтобы мы могли всегда аргументированно, обоснованно подходить к тем вот вопросам, задачам, которые стояли и стоят перед нашей республикой. Лейла, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие. Вам также спасибо большое. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что этот выпуск был посвящен истории Ингушской автономной области. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.